Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Пенсионный фонд сообщает». И с вами я, начальник управления Пенсионного фонда Петрова Ольга Михайловна. Отгремели новогодние праздники, наступили трудовые будни. А начались они с изменений в пенсионном законодательстве. С 1 января 2019 года вступил в силу 350-й федеральный закон, принятый 3 октября 2018 года. Он закрепил общеустановленный пенсионный возраст для мужчин на уровне 65 лет, для женщин 60 лет. Однако очень многие выйдут на пенсию раньше установленного возраста. Во-первых, переходный период продлится 10 лет, то есть это не сразу, вот с этого года мужчины и женщины будут выходить уже по достижению нового возраста. Во-вторых, впервые можно уйти на заслуженный отдых на 2 года раньше при длительном стаже. В-третьих, и тоже впервые, женщины с 3 детьми выйдут на пенсию раньше на 3 года, с 4 детьми раньше на 4 года. К тому же пенсия будет назначена по-прежнему досрочно работникам вредных производств, чернобыльцам, родителям инвалидов с детства, женщинам, родившим 5 и более детей и воспитавших их до 8-летнего возраста, ну и другим категориям граждан по социальным основаниям. Раньше своих сверстников будут получать пенсию педагогические, медицинские и творческие работники. Законодательные возможности очень широкие, много различных льгот для выхода на пенсию. О них мы с вами очень подробно говорили в предыдущих наших передачах. В период с 2019 года по 2024 годы страховые пенсии будут увеличиваться ежегодно с 1 января, не как было раньше с 1 февраля, а с 1 января, существенно превышающих инфляцию. Прибавка у каждого пенсионера будет индивидуальной. Это зависит, конечно, в первую очередь от размера пенсии. Так, с 1 января 2019 года размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров возросли на 7,05%, и размер фиксированной выплаты составил 5334 рубля. По сравнению с прошлым годом это было 4982 рубля 90 копеек. Много возникает вопросов по индексации пенсии тем пенсионерам, которые сегодня состоят в трудовых отношениях, и задают вопросы, нужно ли пенсионерам увольняться с работы. Хочу сказать, что волноваться по этому поводу не стоит. Все прибавки будут учтены при завершении трудовой деятельности. И поэтому сколько необходимо пенсионеру работать, столько и, пожалуйста, продолжайте эту работу. Если есть силы и возможности, пожалуйста, трудитесь. Размер своей будущей пенсии после оставления работы вы можете уже проверить сегодня на сайте Пенсионного фонда в личном кабинете или в приложении, в мобильном приложении на телефоне. Также очень много вопросов возникает с индексацией пенсии работникам сельскохозяйственных предприятий. Мы тоже пояснения по этому поводу уже давали. Законом предусмотрено увеличение размера фиксированной выплаты на 25%. С 1 января эти выплаты были уже произведены тем пенсионерам, у кого в пенсионных делах имеются все необходимые документы. Более подробно эти моменты мне хочется еще раз попросить Светлану Вадимовну, начальника отдела назначения и перерасчета пенсий, чтобы она нам еще раз рассказала о всех нюансах, которые возникают при перерасчете и при выплате пенсии работникам сельского хозяйства. Светлана Вадимовна, будьте добры, пожалуйста, еще раз обратите внимание телезрителей на те моменты, которые необходимо еще раз довести до телезрителей. Ну, хочется сказать, что для сельской надбавки необходимы прежде всего 3 условия. Во-первых, гражданин должен проживать в сельской местности. Во-вторых, он должен быть неработающим гражданином. И в-третьих, работа в сельском хозяйстве должна у него протекать не менее 30 лет. Нами уже проведена определенная работа в этом направлении, и на сегодняшний день более 1000 пенсионеров, проживающих в Канашском районе, уже получили повышение к фиксированной выплате, которая на сегодняшний день составляет 1333 рубля 55 копеек. Хочется напомнить гражданам, что для установления повышения к фиксированной выплате у нас берется стаж
работы в сельских предприятиях до 1 января 1992 года без учета должностей. После 1 января 1992 года у нас используются списки должностей и профессий, дающих право на указанное повышение, которые утверждены правительством России 29 ноября 2018 года, номер 1440. Список должностей состоит из двух разделов – из наименований сельских производств и из наименований должностей и профессий. То есть гражданин должен работать не только в сельском хозяйстве, но и в определенной должности. Следует ли писать заявление или предоставлять документы, подтверждающие сельский стаж? Хочется сказать, что существует переходный, в течение 2019 года у нас существует переходный период. То есть, если документы, подтверждающие работу в сельском хозяйстве, имеются в пенсионном деле, то установление повышения будет произведено пенсионеру без заявления с 1 января 2019 года. Если гражданин предоставит нам какие-то дополнительные документы, подтверждающие факт его работы в сельском хозяйстве, то, несмотря на то, что мы будем брать заявление у пенсионера о производстве перерасчета, все равно перерасчет по сельскому стажу мы будем производить с 1 января 2019 года. Если же уже обращение пенсионера последует с новыми документами с 1 января 2020 года, то перерасчет будет производиться, соответственно, с 1 числа следующего месяца после обращения. Так что хочется успокоить наших граждан. Не спешите, в течение всего 2019 года вы можете обратиться либо просто проверить наличие сельского стажа в вашем пенсионном деле, либо с какими-то дополнительными документами, подтверждающими сельский стаж. Все равно перерасчет мы сделаем с 1 января 2019 года. Спасибо, Светлана Владимировна. Дорогие телезрители, у нас еще очень много вопросов поступает от тех пенсионеров, у кого размер пенсии меньше величины прожиточного минимума. Согласно законодательству Российской Федерации, тем гражданам, у кого размер пенсии не достигает величины прожиточного минимума, назначается федеральная социальная доплата. Это касается неработающих граждан. Величина прожиточного минимума в Чувашской Республике для получения ФСД установлена в размере 7953 рубля. Светлана Владимировна, вот, пожалуйста, объясните нам еще раз, как у таких граждан увеличивается размер пенсии? Пенсия индексируется всем неработающим пенсионерам одинаково, но если даже увеличенный размер пенсии не достигает величины прожиточного минимума, то федеральная социальная доплата уменьшается на величину увеличения пенсии, и к выплате опять-таки устанавливается сумма в размере 7953 рубля. Спасибо, Светлана Владимировна. Я думаю, что информация всем понятна, но если будут возникать какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете обращаться на телефон горячей линии или непосредственно в управление пенсионного фонда. Дорогие телезрители, кроме повышения страховых пенсий с 1 января 2019 года, в течение этого года будут произведены повышения пенсий также тем, кто получает социальные пенсии. Это будет проходить с 1 апреля 2019 года. Как обычно, работающим пенсионерам с 1 августа 2019 года. Все это происходит беззаявительно, то есть обращаться в управление пенсионного фонда с заявлением нет никакой необходимости. Дорогие телезрители, также хочу до вас довести информацию о том, что у нас в Чувашской Республике по линии системы пенсионного фонда создан контакт-центр. То есть все звонки, которые поступают на телефоны горячей линии в управлении Чувашской Республики, переходят на линии вот этого контакт-центра. Поэтому если вы также звоните на телефон горячей линии 2 12 31, но звонок автоматом переходит в контакт-центр. Хочу еще раз напомнить всем, что если возникают вопросы, касающиеся деятельности пенсионного фонда или то, что касается непосредственно ваших персонифицированных данных, вы их можете посмотреть на сайте пенсионного фонда, узнать через МФЦ или в мобильном приложении на телефоне. Также, если какие-то возникают вопросы по поводу наших передач, если что-то вы хотите услышать обзор каких-то вопросов в нашей телепередаче, вы можете позвонить на телефон 2 13 89. В новом наступившем году я всем хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия,
радости от близких, спокойствия, мира в душе. Хочется пожелать, чтобы были более терпимы друг к другу, чтобы в жизни происходили только яркие моменты, которые хотелось бы вспоминать очень долго. Счастья всем, благополучия. В следующей встрече мы рассмотрим вопросы, которые касаются заблаговременной работы с лицами, уходящими на пенсию. Всего доброго. До свидания.